Дружко, каравай крае, дружко, каравай крае. Народный вокал, словно две стороны одной медали, может быть представлен в двух видах: в первозданном, аутентичном и сценическом. Сейчас вы познакомитесь со сценическим народным вокалом в исполнении учащихся школы вокального мастерства. Для них это первое знакомство с народной музыкой. Не сваливаем. Чистенько. Расслабили гортань. Чисто слушаем. Фальшиво. Дышим вниз. Я преподаю вокал уже 24 года. Очень люблю свою работу. На уроках вокала дети получают не только массу положительных эмоций, они учатся правильно петь, правильно дышать и правильно развивать свой артикуляционный аппарат. И это немаловажно для ребенка. Наши дети более уверены, чем обычные дети. Они совершенно спокойно могут выйти на публику, рассказать стихотворение или спеть песню. Принесет воды, дремлет на стене моей, ивы кружевная тень. Завтра у меня под ней будет хлопотливый день. Своей судьбе буду до ночной звезды лодку мастерить себе. Исполнение народных песен очень важно для развития дыхания ребенка, а также играет огромную воспитательную роль, потому что в народных песнях используется воспевание природы, любовь к матери. Очень важно правильно подобрать репертуар ребенка. Он должен соответствовать возрасту ребенка, тембру голоса, характеру ребенка и, естественно, его техническим навыкам. На самом деле народные песни можно давать и в самом юном возрасте, потому что это развивает правильность дыхания. Ощетился, как еж, лес на островке, вниз уходит лесовоз по реке. У серебряной воды сосен строгие ряды, до деревни на бугре, в деревне ежики, да до заваленки, в потертых валенках старичок сидит, а по дороженьке, да до свидания, красная девица спешит. Вспоминает ночью дед юные года, как он с девицей гулял у пруда, как на троге удалой, да с девицей
водой, вдоль деревни проскакал. В деревне ежики, да на заваленке, в потертых валенках старичок сидит, а по дороженьке, да до свидания, добрый молодец спешит. По тематике произведения должны соответствовать возрастному уровню и быть понятыми исполнителями. Репертуар должен быть разнообразным и интересным, доступным для понимания и исполнения. При выборе репертуара опираемся на закономерности развития певческого голоса. Нельзя допускать, чтобы репертуар был одного уровня сложности. Он постепенно должен усложняться. Ну и, соответственно, произведения должны быть любой тематики. Песни о родном крае, озорные и веселые, печальные и драматические. Все, что может развивать эмоциональный фон ребенка. Эвелиночке всего 5 лет. И в нашем репертуаре тоже произведение народного характера для того, чтобы правильно развивать дыхание. И сейчас прозвучит в ее исполнении песня «Семечки». То ни утки крякают, ни лягушки квакают. Это с миленьким вдвоем громко семечки грызем. Семечки, семечки, в мешке принес их семечка. Летом ночка катка, съели только полмешка. Вот у солнышка встает, я грызу, и он грызет. Подоить по козу, он грызет, и я грызу. Семечки, семечки, зачем теряю времечко от такого жениха? В сердце только шелуха. Наши пани молодцы, дарят милым леденцы. Я ж несчастная одна, лускать семечки должна. Семечки, семечки, мету с крылечка веничком. Вижу Сеня из ворот, снова семечки несет. А недавно Сеня мне сделал предложение. Приходи хозяйкой в дом, мы законно погрызем. Семечки, семечки, а я сказала Сенечке, лучше буду жить одна, но без мужа грызуна. Сейчас в исполнении Алиночки Балатаевой вы услышите всеми известную и любимую песню «Ай, был-балам». Эта песня была написана в начале XX века, и лучшим ее исполнителем был признан Ринат Ибрагимов. Ой, бала-балам, ой, бала-балам, огыденен комышы. Ой, бала-балам, ой, бала-балам, огыденен комышы. Таң алдынан шүт-шүт келе, сандуғашылары табышы. Таң алдынан
açıları tavışı. Ay bala balam, ay bala balam, al büyüdende tongata. Ay bala balam, ay bala balam, al büyüdende tongata. Tanrata ezele uzek, jirlada da yellada. Tanrata ezele uzek, jirlada da yellada. Ay bala balam, ay bala balam, konup sarı dağlara. Ay bala balam, ay bala balam, konup sarı dağlara. Senin hakta serelerimne, seylim sandık aşılarına. Senin hakta serelerimne, seylim sandık aşılarına. А недавно саундтреком фильма «Зулейха открывает глаза» была использована также эта песня в исполнении известной исполнительницы Дины Гариповой. Bu bir yakşak kuşa, bu bir yakşak kuşa. Anın uku yakşı, anın örnek alız. Anın uku yakşı, anın örnek alız. Geriye zekeriye kımaya, geriye zekeriye kımaya. Geri kıma zekeriye zekeriye kımaya. Geri kıma zekeriye zekeriye kımaya. Bu bir yakşı ciluşe, bu bir yakşı ciluşe. Anın jırlağı yakşı, anın örnek alız. Anın jırlağı yakşı, anın örnek alız. Bu bir yakşı biyuşe, bu bir yakşı biyuşe. Anın biyağı yakşı, anın örnek alız. Anın biyağı yakşı, anın örnek alız. Почему необходимо исполнять народные песни? Потому что народная песня отражает характер каждого народа, обычаи, исторические события, отличается своеобразием жанрового содержания, музыкального языка и структуры. А сейчас отправимся в Чистополь на мастер-класс в Музее истории города, где идет работа по созданию собственного фольклорного ансамбля. После выступления казанского ансамбля «Верес» посетители музея решили углубленно изучать традиционную культуру. Этот курс по традиционному пению был организован Чистопольским государственным историко-архитектурным и литературным музеем-заповедником совместно с Казанским культурным центром имени Александра Сергеевича Пушкина в рамках программы по возрождению русской народной культуры в Чистопольском районе. Yeah.
тяга к исконному, живому наследию, она всегда есть в людях и очень четко резонирует, когда мы соприкасаемся с источниками этого наследия. Рано или поздно каждый задается вопросом, наследником какой культуры он является, кто были его предки, чем они занимались. У людей есть естественный интерес, естественная природная потребность петь свои песни, танцевать свои пляски, играть в свои игры, знать их. Это очень ярко проявилось и на нашей первой вечерке, организованной 3 года назад. Такие этностречи в Чистопольском государственном музее-заповеднике стали традиционными. Чистопольцы очень полюбили ансамбль «Верес», который исполняет песни, записанные в фольклорно-этнографических экспедициях в русских селах Татарстана, в том числе и на территории бывшего Чистопольского уезда. Мы увидели, с каким восторгом, неподдельной радостью взрослые дети участвовали в народных играх, подпевали, кто-то не скрывал слез радости. Были бы машинушки, были бы порогы его, у меня бы на дворе эти бы машинушки, эти порогы я продала бы, за эти бы гроши, за эти гроши музыканты наняла. Музыканты мои, поиграйте коньяку, моя теплая, показали моя, через душу моя теплая. Были бы овечушки, были бы лохматые, у меня бы на дворе этих бы овечушек, этих бы лохматых продала бы, за эти бы гроши, за эти гроши музыканты наняла. Музыканты мои, заиграйте ко мне, моя теплая, показали моя, через душу моя теплая. Были бы коровушки, были бы коровушки, у меня бы на дворе этих бы коровушек, этих бы коровушек продала бы, за эти бы гроши, за эти гроши музыканты наняла. Музыканты мои, заиграйте ко мне, моя теплая, показали моя, через душу моя теплая. А на прошедших покровских поседках, так в старину здесь называли посиделки, к нам подошли несколько человек и сказали о том, что хотели бы также научиться петь. И так родилась идея организовать отдельный обучающий курс по традиционному пению. Мы специально набрали взрослую группу, потому что когда дети видят, слышат, как поют в семье, дома их папы, мамы, бабушки и дедушки, тогда такая среда формирует их поведение. Они впитывают свою культуру, прививается вкус к традиции. К нам пришли те, кто с детства слышал, как пели их родители, бабушки и дедушки. Это не академическое пение. Народное исполнение отлично от классического вокала. При исполнении задействуются резонаторы абсолютно всего туловища. Звук становится шире, он обогащается, насыщеннее, он окрашивается новыми интересными красками.
Именно это явление, характерное для традиционного пения, и стало удивительным открытием для всех участников нашего курса. Конечно, нам очень радостно от того, что у чистопольцев появился интерес к своей родной песне. Ведь освоение характерных особенностей локальной певческой традиции – это один из способов этнической идентификации, сохранения ее целостности. Этот курс – пример того, как через общие традиционные ценности, общее историко-культурное наследие люди способны объединяться. И таким образом участники наших курсов становятся полноправными участниками процесса сохранения, возрождения и актуализации самобытной местной песенной традиции как одного из традиционных этнокультурных компонентов края. Ай, проснется ей красы моей, украшен ей весь Божий свет, я вижу море, а я небеса. Дружко, коровай край.